Этого узбеки ждали очень долго. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая, наконец, расправа произошла в стране. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В рамках уголовного дела о смерти детей, принимавших сиропы Док-1 Макс и Абранол индийского производства, задержан бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардор Кариев. Об этом сообщило агентство по противодействию коррупции Узбекистана, на которое ссылается газета.уз. По данным ведомства, помимо Кариева, в качестве подозреваемых задержан ряд других должностных лиц, а также его преступные сообщники. Их имена не раскрываются, все они заключены под стражу. В ходе предварительного следствия проводятся комплексные следственно-оперативные действия и соответствующие экспертизы для определения круга лиц, виновных в импорте и допуске к употреблению в Узбекистане некачественных лекарств и правовой оценки их действий, говорится в сообщении. Агентство сообщило, что по итогам проверки фармагентства и Центра экспертизы возбуждено уголовное дело по факту большого количества финансовых ошибок и недостатков, а также грубых нарушений требований по использованию бюджетных средств. Расследование ведется Следственным управлением службы государственной безопасности. Примечательно, что агентство уже возбуждало уголовное дело в отношении должностных лиц фармагентства в декабре 2021 года за финансовые недостатки и ошибки в размере почти 19,5 миллиардов суммов, но об итогах дела не сообщалось. Напомним, что после приема препарата Док-1 Макс скончались 18 детей из нескольких областей, сообщила детский омбудсмен Узбекистана Алия Юнусова со ссылкой на родственников погибших. Умершие были в возрасте до 6 лет, из них 15 детей до 3 лет. Уполномоченный Али Мажлиса по правам ребенка Алия Юнусова 24 декабря вместе с первым заместителем прокурора Самаркандской области и другими руководителями провела изучение по факту сообщения о смерти 15 детей, принимавших таблетки и сироп Док-1 Макс, произведенных в Индии, сообщила пресс-служба омбудсмена Узбекистана. В ходе изучения выяснилось, что в сентябре-декабре прошлого года в областном детском многопрофильном медицинском центре проходил лечение 21 ребенок с острой почечной недостаточностью. Пациенты были из Джизакской, Кашкадарьинской, Наваийской и Самаркандской областей. 3 пациента вылечились и выписаны домой, однако 18 скончались. Когда родственников детей спросили о причинах заболевания, они заявили, что у них были симптомы простуды и что их состояние ухудшилось после приема препарата Док-1 Макс. Каждые 10 мг препарата содержат парацетамола 500 мг, гвайфенизина 200 мг, фенилефрина гидрохлорида 10 мг. Специалисты отметили, что в инструкции по применению лекарства говорится, что препарат можно применять с 2-летнего возраста, а препараты других фирм с таким составом в основном разрешено принимать после 12-летнего возраста. Согласно статье 40 Закона об охране здоровья граждан, патологоанатомические исследования проводятся в учреждениях здравоохранения в целях прижизненной и посмертной диагностики, биопсии, аутопсии, а также контроля за правильностью клинической диагностики и лечения заболевания, получения достоверных данных о причинах смерти. Это также предусмотрено положением о порядке проведения патологоанатомических исследований. Однако ни один из умерших пациентов не был подвергнут патологоанатомическому исследованию, говорится в сообщении. В настоящее время рабочая группа, сформированная Минздравом, продолжает изучение. Прокуратура Самарканда расследует каждую смерть. Детский омбудсмен призвала первого заместителя прокурора Самаркандской области тщательно изучить ситуацию и обеспечить, чтобы новые виновные по каждому случаю не остались безнаказанными, чтобы было обеспечено верховенство закона. МВД и Генеральная прокуратура пока не делали заявлений по факту смерти детей. Как вы относитесь ко всей этой ситуации, учитывая, что такие же препараты иногда появляются на полках аптек Таджикистана? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.